Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. Вашему вниманию информационная картина дня в студии Регины Ягудина. До старта 11 дней. Что с 15 числа уже начинаются заезды, размещения. Насколько Казань готова к проведению игр будущего, расскажет Рамиль Галиуллин. Когда город засыпает? Можем посмотреть на город. Ночью спецтехника хорошо работает. Довольно-таки неплохо справляется. Как коммунальщики спасают Казань от снега, узнал Дмитрий Аринин. Вся Россия встала на лыжи. Помогает всем выбираться и заниматься, продвигать спортивный образ жизни в семье. Как прошла лыжня 2024 в Татарстане в этом году? Все увидел Искандер Гималдинов. Сегодня Федеральный оргкомитет высоко оценил готовность Казани к играм будущего. В Татарстан приехал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Вместе с Рустамом Миннихановым он осмотрел объекты, которым предстоит принять международные фиджитал-соревнования. Это Казань-Экспо, IT-парк, Академия тенниса. Грандиозное событие стартует 21 февраля. Участие в играх будущего подтвердили больше 100 стран. Как отметили, самое большое представительство у Китая. О том, как прошла инспекция, Рамиль Галиуллин. До старта события мирового масштаба игр будущего остается 11 дней. Это соревнования на стыке спорта, науки и технологий. В столицу республики приедут 2000 участников более чем из 100 стран. Основной площадкой проведения игр станет выставочный комплекс «Казань-Экспо». Здесь пройдет церемония открытия и закрытия игр. Также площадка примет соревнования по фиджитал-футболу, баскетболу, скейтбордингу, популярной игре Dota 2 и даже танцевальному симулятору. Объект осматривают Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко. Гостей знакомят с концепцией города игр будущего. На время проведения турнира холл Казань-Экспо превратится в одну большую высокотехнологичную выставку. По всей площади установят цифровые арт-объекты, которые будут раскрывать философию игр. Здесь нужно рассказать идеологию вообще фиджита. О том, что ты можешь и в таком мире, и в таком. Ты должен быть успешным и там, и на поле футбол показать, и на приставке. Здесь же расположится один из аккредитационных центров соревнований. Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко познакомились с его работой и получили свои бейджи на игры. Помогать встречать гостей будут порядка 2000 волонтеров из 30 стран мира. А где с Китая никого нет, что ли? Сегодня только казанские ребята. Мы утром уже получили аккредитацию и сегодня уже выходим на нашу первую смену. Одни из самых популярных компьютерных игр — шутеры, если по-русски — стрелялки. Настоящие баталии развернутся в Академии тенниса. Тут будут выявлять сильнейших в популярной Counter-Strike 2. Здесь же спортсмены сменят виртуальные винтовки на игрушечные, лазерные. В прошлом году на площадке уже прошли тестовые соревнования по тактическому бою. Сама площадь карты будет 1530 квадратных метров, 51 на 30 метров. На этой площадке сейчас постелили фанеру, дальше будем застилать ковролином и подвес светового оборудования. Расстановка препятствия, она как-то совпадает с тем, что у них в реальной... В картах? Да. В картах Counter-Strike, да? Да, полностью по карте. Следующая площадка, которую посещают гости — IT-парк имени Башира Рамеева. Он станет местом проведения соревнований по спортивному программированию, дисциплин мир танков и спидран, прохождению игр на скорость. Соревноваться участники будут по 21 дисциплине. У традиционных видов спорта и виртуальных огромная аудитория. Следить за играми в режиме онлайн будут порядка 150 миллионов человек. Интерес большой, ответственность тоже, подчеркивает Рустам Минниханов. У нас большой опыт проведения международных, российских мероприятий. И, конечно же, у нас достаточно серьезная инфраструктура для проведения этих мероприятий. Доверие руководства страны, что эти уникальные международные игры впервые будут в нашей стране, в Казани, это большая ответственность. У меня нет никакого сомнения, что мы достойно встретим наших гостей и достойно проведем эти игры будущего. Готовность Казани к играм высоко оценил и Дмитрий Чернышенко. Все готово к тому, чтобы 21 числа здесь церемония открытия начала новую
эпоху фиджитал-спорта, который по поручению нашего президента мы здесь готовили почти 450 дней и сейчас вышли на финишную прямую. Счет до старта соревнований пошел на дне. Команды начнут прибывать в Казань уже 15 февраля. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Все крупные международные события, которые примет Татарстан в этом году, станут тестом туристической привлекательности республики. Уже разработаны фирменные туры на игры будущего. Гостям Татарстана в дни турнира предлагаются и однодневные, и трехдневные туры. Как развивать кадровый потенциал туристической отрасли, чтобы обеспечить высокий сервис? Одна из главных задач специального центра. Его сегодня посетили Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко. На церемонии запуска нового центра Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов оставили автографы на интерактивном экране. Они оценили современное оборудование, которое делает обучение проще, в том числе и онлайн. Новые возможности для записи лекций дает цифровая студия. Вместо зеленого экрана можно разместить нужные учебные материалы, а писать прямо на экране. Передовым оборудованием оснащены и 5 учебных аудиторий. По всему помещению активные микрофоны улавливают голос преподавателя и вопросы с места. Следят за лекцией и камеры. Камера точно так же срабатывает на его звук. Раз-два. Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли создан по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В прошлом году обучение прошли команды Татарстана, Самарской области и Башкортостана. В этом году сюда приедут 168 человек со всей страны. И очень хорошо, что вы приглашаете из других регионов. У вас 21 команда из 21 региона. 21 регион, да. Таких центров в стране 3. Петербургский готовит образовательные программы, Москва обучает линейный и средний персонал, Казань – менеджеров топ-уровня. То есть это министры региональные, это заместители министров, это различные муниципальные руководители и представители туристического бизнеса. Задача данного центра – готовить специалистов высокого уровня в регионах Российской Федерации, чтобы они могли создавать большие туристические территории в своих регионах. То есть те территории, которые будут интересны инвесторам в первую очередь, которые будут строить гостиницы, которые будут строить другую инфраструктуру. Те территории, которые будут интересны туристам. Чтобы ездить внутри страны стало настолько же модным и актуальным, как это в той же Канаде, в тех же Соединенных Штатах. Нам точно есть что показать, и многие вещи, которые есть в нашей стране, нельзя посмотреть больше в принципе нигде. В эти дни в центре обучаются команды Владимирской области и Чувашии. В соседней республике собираются развивать территорию поселка Сосновка. Мало получить фундаментальные знания, важно получить практические знания. Вот мы за этим сюда и приехали, чтобы создать новый туристический продукт, связанный с семейным туризмом, с детским туризмом. Большая часть спикеров – это практики. Мы приезжаем, я на самом деле сюда прилетаю каждую неделю из Москвы. Нас собирают на самом деле по нашей экспертизе, и каждый раскрывает свою часть. Здесь же сегодня провели совещание по новой туристической территории Казань-Марина в Лаишевском районе. Дмитрий Чернышенко подчеркнул ее значимость для развития водных видов спорта и яхтинга. Уникальный курорт станет круглогодичным туристическим центром на Волге. Финансирование составит 21 миллиард рублей. Планируют использовать меры поддержки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сегодня подписали соглашение между корпорацией «Туризм РФ» и 2 инвесторами. Лина Зинатульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов и Дмитрий Чернышенко приняли участие в церемонии открытия детского робо-сабантуя. Фестиваль прошел в IT-парке имени Башира Рамеева. Вице-премьер и Раис Татарстана пообщались с юными конкурсантами, которые представили свои разработки и проекты. Робо-сабантуй проводится с 2017 года. Участники предыдущих соревнований становились призерами и победителями всероссийских турниров и мирового первенства. Главное на фестивале – популяризация робототехники, вовлечение татарстанцев в конструированию, программированию и моделированию робототехнических систем, выявление и поддержка талантов. Мы видим, как ребята под руководством опытных наставников делают свои первые шаги в робототехнике. Это робо-сабантуй для того, чтобы, как нам поручил президент, обеспечить технологический суверенитет нашей страны. И я успокоился, потому что уверен, что именно здесь, в Казани, в Татарстане, в столице первых в истории человечества игр будущего, технологический суверенитет точно будет обеспечен. Это удивительно эффективное сочетание года 7, который объявил президент,
года технологического инновационного развития, который объявил РАИС. Семьи и технологического развития. Все очень гармонично. В преддверии вот таких больших событий мы можем увидеть наших детишек, увидеть не только профессиональные наши команды, но и в целом вот школы, садики, они все нацелены на решение вот той задачи, которая поставлена главой государства. Дети, вот эти дети – это будущее. И какие мы способности заложим, получим такой результат. Поэтому сделаем все, чтобы наши дети были сами конкурентами. Рустам Минниханов поручил мэрам городов и главам районов достойно отметить 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля памятные мероприятия должны пройти во всех муниципалитетах на высоком уровне. Как подчеркнул Рустам Минниханов, этот день посвящен памяти всех соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Родины. Важно воспитывать молодежь на примерах мужества и героизма наших защитников. За 10 лет в Афганистане отслужили 9 тысяч татарстанцев. В нашей стране появились понятия «афганское братство», «интернациональный долг». В этот день мы отдаем дань уважения воинам-афганцам и другим ветеранам боевых действий, которые прошли горячие точки в различных районах земного шара. Важно воспитывать молодежь на примерах мужества и героизма наших защитников. В Казани торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти, традиционно состоится в Парке Победы у мемориала воинам-интернационалистам. Поручаю главам, а также представителям республиканского актива, здесь у нас закрепление, принять личное участие в мероприятиях ветеранских организаций афганцев и все эти мероприятия провести на самом высоком уровне. Этой ночью и завтра утром в республике температура местами понизится до 31 градуса. Синоптики прогнозируют туман. Осадки не ожидаются. Значит, хорошее время для окончательной очистки последствий аномальных снегопадов. Сейчас основные работы идут в ночное время, когда на улицах меньше машин и они не мешают спецтехнике. Накануне вечером состояние улиц и дворов проверил Ильсур Медшин. Как подсчитали, это самый снежный год за последние 10 лет. Коммунальщикам приходится работать в непростых условиях. То метель, то мороз. Снегоплавильные камеры перегружены, механизаторы увольняются. Как столичные власти собираются решить навалившуюся проблему, знал Дмитрий Аринин. В некоторых дворах при очистке дорог и тротуаров снег отодвигать и складировать уже некуда. Горы снега поднимаются до 2-го этажа. Такая ситуация, например, на улице Дачная в поселке Аметьево. Всем плохо, всем тяжело. Спасибо то, что вот люди еще терпят. Руководство старается делать то, чтобы было людям удобно и хорошо. Инспектируя ночную уборку, в поселок приехал Ильсур Медшин и рассказал жителям, какая работа идет в городе. Много нареканий, особенно в поселках. Выехать из дома можно, но около домов снега навалило. Поэтому вот земляк чуть-чуть сабырлык керек. Мы постараемся вывести снег, общественный транспорт плохо, не так, как обычно ходят, с опозданием ходят. Люди на работу не могут доехать. Как отмечают столичные власти, сначала расчищают первостепенные дороги, тротуары и остановки общественного транспорта. Во дворах главное освободить проезд для мусоровозов. По данным исполкома, 80% дворов в городе убраны. Снега выпало разом много, и до контейнерных площадок мусоровозы просто не могли добраться. Это было серьезной проблемой, но к началу недели по ЖКХ вышло уже на плановые цифры вывоза, проблему разгребли. Сегодня серьезные проблемы в связи, особенно с изменениями погоды, потепление серьезное было в начале недели, сейчас похолодание идет. Это образование наледи и сосулек на крышах. С начала зимы из дворов и улиц Казани вывезли без малого 1,5 миллиона тонн снега. Как отмечают, это самый снежный год за последние 10 лет. Самосвалы курсируют круглосуточно. 14 снегоплавильных камер работают с перегрузом. Всего в Казани за сутки на пунктах принимается до 12-14 тысяч тонн в сутки. Проектная мощность всех пунктов составляет 8 тысяч тонн. 1,5 раза мы перекрываем проектную
Каждый вечер в уборке задействованы более 1000 единиц спецтехники и около 800 рабочих. К сожалению, есть проблемы и с механизаторами, не выдерживают такой нагрузки. 10% людей уже ушло в связи с тем, что такая большая у них нагрузка идет физическая и моральная нагрузка, ответственность большая. Но все-таки привлекаем дополнительные механизмы, дополнительную технику. Снег вот просто мы такого не видели от слова никогда совсем. Снег вывозится тысячами тонн, работы много. Мы мобилизовали все ресурсы, и я понимаю раздражение жителей. Общественный транспорт вовремя не может доехать, люди вовремя не могут выехать на работу со двора, увеличится трафик, но мы делаем все возможное. Ситуацию со снегом казанцы оценивают по-разному. В машине удобно ездить сейчас? Вообще нет. Из своего места я сам чищу, а остальное нет. У нас во дворе у нас много снега. И у нас собирать не так хорошо, потому что мы не в центре, наверное. У нас азина. То, что говорят по новостям, и то, что я вижу, правда, потому что можем посмотреть на город. Ночью спецтехника хорошо работает. И, по моему мнению, довольно-таки неплохо справляются. Как заверяют столичные власти, в городе продолжат борьбу со снегом, чтобы не допускать серьезных последствий. Первостепенная задача – преобразить Казань к играм будущего и предстоящим праздникам. Дмитрий Рин, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. Дворники первыми приняли снежный удар на себя. Именно их стойкостью и трудолюбием восхищаются и благодарят татарстанцы. Особенно те, кто в дни снегопада на себе прочувствовал тяжесть профессии, орудуя лопатой и очищая дворы. Где и как на этой неделе благодарили дворников, сейчас узнаем. В Набережных Челнах на борьбу со снежной стихией вышли жители третьего комплекса. Взяв в руки лопаты, очистили двор, тем самым помогли своим дворникам. Потом вместе угостились горячим чаем с домашней выпечкой. Мы стараемся каждый день выходим, снег валит, снег перестанет, все равно работаем. Стараемся, чтобы людям приятно было. И общение, и труд очень сплачивает, взаимопонимание. Все это очень необходимо нам. Жители дома 39/11 тоже решили отблагодарить своего дворника. Ей вручили премию и проводили на заслуженный отдых. Вере Панюшенко 76 лет. Более 10 из них она проработала дворником. Очень приятно, и я не ожидала, конечно. Приятно, спасибо им большое. Я тоже не ожидала, но, в общем, хорошие, добрые жители. Пускай вот другие жители, жители нашего города, чтобы поддержали наших дворников. А сейчас дворников-то труд очень тяжелый, их очень мало. Подарки от жителей первого двора. За твой многолетний труд, добросовестный. Ты у нас молодец. Михаил Пестерев дворником дома 54/14 работает уже 20 лет. С раннего утра в любую погоду он на страже чистоты своего двора. За это благодарность от жильцов. В Альметьевске решили отблагодарить всех женщин-дворников. От руководства города цветы и подарки. В управляющих компаниях «Нефтеграда» работают 109 представительниц этой профессии. Бремя несут наши дворники, женщины. И хотелось бы просто облегчить, чтобы поднять им настроение. Молодец, он прям трудолюбивый, выходим, тропинки чистит. В Казани жители домов по Рихарда-Зорге удивили своего дворника Дильшата. Прямо у подъезда его угостили горячим чаем и треугольниками. Борьба со снегом в республике продолжается. Это значит, у каждого татарстанца есть возможность не только помочь своим дворникам, но и сказать спасибо. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. Под девизом «Всей семьей на выборы» в этом году пройдет избирательная кампания на пост президента страны. Герои нашего следующего репортажа и на выборы ходят всей семьей и работают на них тоже вместе. Речь о чете Сивачевых из Лениногорского района. Наталья и ее муж Наиль воспитывают 19 детей, 17 из которых они усыновили. Это одна из самых активных семей Юго-Востока Татарстана. Многодетная мама Наталья Сивачева уже 20 лет работает в участковой избирательной комиссии родного села Старая Письмянка. Крепкий характер и умение выразить свою позицию Наталья прививает и детям. Аделина, что у нас сегодня на обед? Обедают в семье Сивачевых по расписанию и обязательно вместе. Только папа сейчас на работе. Это он соорудил для кухни такой большой стол, чтобы все уместились. Семья у Сивачевых большая, 19 детей, 17 приемные. Мы все разные.
Поэтому с каждым индивидуальным ребенком я работаю и индивидуально разговариваю. Есть какие-то проблемы, есть среди моих детей, с которыми можно решить проблему все вместе. А есть дети, которым нужно решать индивидуально. Пригласить в свою комнату, обнять и послушать, и дать советы, как это сделать лучше. Это пример моих детей, мои взрослые уже дети, 24 года, 25. Они живут для себя. А вообще для меня мои дети – это мой ритм жизни. Всегда я говорю своему мужу, если бы не было детей, я, наверное, бы уже состарилась. Это цветы от цветов моей жизни. Неделю назад у многодетной мамы был юбилей. Наталья собрала всех детей вместе. Приехали даже те, кто живет уже в других городах. Аделина, Настя, Ваня, Даша, Дима, Никита, Артем, Вика, Андрей, Вова, Дианка наша. Первых ребят Сивачевы усыновили в 2008 году. Тогда Наталья решила забрать сразу 3. В этот раз я ведущая, потому что в предыдущий раз была Даша. Анастасия самая старшая. К Сивачевым она попала вместе с сестрой Дашей и братом Ваней. Всей семьей участвовали в конкурсе «Мать и дитя» и выиграли в номинации «Супермама». Нашу маму даже назвали «Золотая мама», и мы с этим полностью согласны, потому что мама у нас все успевает и убираться, делать с нами уроки, и даже работает, праздники ведет, всякие юбилеи, корпоративы, свадьбы. И устраивает нам крутые праздники на дни рождения. Семья – это труд, друг о друге забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно, семья – это сложно. Но счастливо жить одному невозможно. Наталья учит своих детей, ко всему нужно относиться творчески, даже к бытовым задачам. Поэтому в этом доме тихо не бывает. Круглые сутки танцы, песни и развлечения. При этом каждый занят своим делом. Кто-то выкидывает мусор каждое утро, кто-то убирает, допустим, за собакой, кто-то кормит собак. А я отвечаю за волчка, это наша собака на улице. Я ее каждое утро кормлю, по вечерам тоже кормлю, получается, и стряхиваю, допустим, снег с нее. Энергии Натальи хватает не только на семью, но и на общественные начинания. Уже 20 лет она член избирательной комиссии в родном селе Старая Письмянка. Организовывать выборы помогают дети. Для них это праздник. Вместе с мамой они устраивают ярмарки и концерты. На последние выборы приезжал сын Натальи, певец Владимир Скрипаль. Мы сделали ему концерт, и очень много набралось народу. И для нас хорошо, что к нам пришли и на концерт пришли посмотреть с ним, потому что, тем более, он уже был финалист проекта «Ты супер» на НТВ. Мы живем в большой стране, и от нас многое зависит для развития нашей страны. Сивачевы вместе и дома, и на работе. Говорят, так проще идти по жизни. Они точно знают, семья – это крепкий тыл и самое ценное. Буду я веселой, буду очень рада, если рядом рядом сестренка с братом. Аделя Закирова, Ирина Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район. В Нижнекамске на этой неделе сделал остановку автобусный марафон «Татарстан. Республика достижений». Министры и депутаты Госдумы и Госсовета рассказали о достижениях страны и о том, в каком направлении будет двигаться республика. В Татарстане реализуется более 100 региональных и федеральных программ. 14 из них в Нижнекамском районе. В 2023 году построены и отремонтированы объекты на 8 миллиардов рублей. По федеральному проекту образования обновили 2 школы. Благодаря нацпроекту «Культура» отремонтировали художественную школу, появилась первая модельная библиотека. В рамках нацпроекта «Демография» продолжилась работа по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми. В сфере здравоохранения построили 3 ФАПа, еще 2 отремонтировали. Кроме этого, благоустроили 22 парка. Фотовыставка, расположенная в фойе, познакомила гостей с этими и другими достижениями Татарстана. Тысячи татарстанцев встали сегодня на лыжи. По всей стране прошел массовый забег «Лыжня России». Только в Казани на старт вышли более 9 тысяч горожан. Это профессионалы и любители, пожалуй, самого популярного зимнего вида спорта. Главной особенностью лыжни в год семьи стали семейные забеги. Искандер Гемалдинов сегодня тоже прокатился на лыжах. На улице минус 19 и снега предостаточно. Это идеальные условия для снежных стартов. Так говорят профессионалы и любители этого вида спорта. Я тоже не удержался. Конечно, не прошел всю дистанцию, но зарядился этой прекрасной атмосферой. Сегодня по всей России тысячи спортсменов вышли на лыжные старты. Как говорится, спорт и здоровый образ жизни объединяют.
Это биатлонный комплекс в поселке Мирный. Он стал одним из 5 площадок лыжни России в Казани. Здесь тысячи любителей самого популярного вида спорта. И с каждым годом их становится все больше. Состоялся массовый старт лыжни 2024! Особенностью зимних гонок в год семьи стали семейные забеги. Семья Шиболкиных впервые на лыжне России. Главная задача сегодня – финишировать вместе. Это гарантирует победу. Получить вот эти эмоции радостные, когда у вас дух соперничества, борьбы. Помогает всем выбираться и заниматься, продвигать спортивный образ жизни в семье. Вместе со своими студентами и сотрудниками на лыжню встала и ректор Института культуры. Роза Ахмадиева говорит, спорт – прекрасная возможность объединить коллектив. Погода прекрасная. Студенты, ветераны, спортсмены присутствуют все. Друзья, аплодисментами приветствуем. Мы, руководители, должны показывать своим примером, бегать на лыжах, заниматься здоровым образом жизни. В забеге руководителей Роза Ахмадиева заняла 2-е место. Всего на площадке было 7 забегов на дистанцию 1, 2, 5 и 10 километров. Многие участники готовились к массовой гонке несколько недель. Я участвую в лыжне России 2024 уже неоднократно. Всегда приходим. Сегодня повезло, нам солнечная погода. Много народу. Самое главное — вера в себя, трудиться и достигать вершин, и все получится. Для победителей медали, кубки, но многие здесь не ради победы. Главное – прочувствовать атмосферу лыжных стартов, единение с природой, здоровый образ жизни. Такой традиционный праздник для Казани. Вот 2-й год подряд мы проводим здесь, на новом лыжно-биатлонном комплексе. Очень хороший, классный объект мирового уровня. Мы видим, что действительно у нас любят лыжи, наше население занимаются лыжами. И мы очень рады тому, что столько много любителей физкультуры и спорта у нас в Казани, в Республике Татарстан. Любимый вид спорта и любимый всеми казанцами и жителями России. Поэтому для нас это добрая традиция, и мы стараемся, я сама каждый год бывать здесь. Потому что даже если ты не встаешь на лыжи, это такой заряд энергии, бодрости. Только в Казани на лыжню России вышли более 9 тысяч жителей. Это одни из самых масштабных стартов сезона по всей стране. Искандер Гемалдинов, Данил Филатов, ТНВ «Казань». Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте в электронной газете «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дахате. Я же с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, Исянмюсис. В Татарстане в предстоящие сутки характер погоды существенно не изменится. Будет морозно. Подробнее через пару секунд. Только до конца февраля скидка 20% на изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Зеленодольске, Арске и Кукмаре облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Температура днем 15-16, ночью 19-22 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах переменная облачность, местами слабый снег. Температура 15-16 градусов мороза днем и 18-20 ночью. В Чистополе, Мамадыше и Новошишминске небольшие осадки в виде снега. Будет облачно с прояснениями. Температура днем минус 14-16, ночью 18-22 градуса мороза. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Менделинске снег, переменная облачность. Днем минус 13-15, ночью 19-22 градуса. В Альметьевске, Урусу и Азнакаево будет идти слабый снег. Местами ожидаются прояснения. Днем 13-14, ночью 19-23. Морозная погода с прояснениями ожидается и в туристических городах республики. В Свияжске слабый снег, временами будет светить солнце. Температура 15 градусов мороза днем и 19 градусов ночью. В Болгарах днем минус 16, ночью минус 20. Здесь облачно с прояснениями, небольшой снег. В Елабуге облачно, небольшой снег. Температура днем около 15, ночью 21 градус ниже 0. В Казани прогнозируют небольшие осадки в виде снега. Ожидается прояснение. Температура днем минус 14, ночью минус 17. Атмосферное давление выше нормы 764 мм ртутного столба. Ветер западный около 2 метров в секунду. Влажность 77%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. Берегите свое здоровье. До встречи.